Ну вот это кошмар. Ну кошмар. Что там ты с козой сделал, дядя Ваня? Коза кричит. Что ты с козой сделал? Коза, что с козой-то сделал? Коза кричит? Ну, выбрасывали, да? Да, я подобрал. Ну, 2 метра вот эти как раз 2 метра. Видите, какая хорошая доска? Айда там. Я здесь. Оба привязанные к одному месту. Айде можно здесь жить. Всем привет, друзья. Очередной солнечный день. Такой, там солнце уже высоко. И мы решили здесь подшаманить будку у Айды. Надо это все старый шелупень, все это надо разобрать, убрать, как говорится. И ну, что получится, там отремонтировать. Алексей этим занимается. Вот. А я тоже там, кажется, поснимаю, что и как. Ну что, столбы крепкие еще. Надо убрать стены, крышу, пол. Натаскать земли там, где она там зарылась под полом. Сделать новый пол, чтобы не могла зарываться в землю. И снова все новыми досками прибыть. Вот. И будет хорошая будка на зиму. Короче, разбираем и думаю, из этого старой хабуги ничего уже путного не получится, и решили разобрать и убрать полностью. Разобрать, убрать. Оказывается, все катастрофа, и лучше построим новую будку. Так быстрее получится и лучше. А это уже, ну вот это кошмар. Ну кошмар. Столбы, оказывается, вроде бы нормально, а внутри, оказывается, вон там что творится. О. Ну, короче, из 4 столбов вот эти 2 нормальные, а те вторые вообще кошмар. Ну и лучше уберем и сделаем новую будку. Вот. Так будет как бы даже побыстрее и получше. Только недавно убрали там здесь старые загнившие доски, там распиливали, убрали. И вон смотрите, сколько уже собралось обратно. Это уже из-под старой будки у Айды, и там, ну, там настил был, чтобы она под, ну, землю не копала, под будкой настил такой широкий был. Это все сгнило тоже, и вот убираем, и вот столько уже обратно, видите, уже обратно этого гнилых досок. Алексей вон сюда перетаскивает. Там просушим, да, на дрова там будем опять пилить. Ну, распилить Алексей. Сижу, друзья. Алексей уехал за материалом. Ну, как уже ранее говорил там, что все-таки решили сделать новую будку для Айды. И Алексей говорит, у меня, говорит, есть материал. Ну, пока, говорит, бесхозно лежит. И говорит, давай, говорит, я привезу. Вот, позвали дядю Ваню. И сейчас на УАЗике уехали. Ну, такие отрезки досок с пилорами там, ну, они выбрасываются все равно где-то под 2 метра вот эти. Не обрезная доска, не обрезная, где-то 2,5, 2,7 что ли. Вот. И что добру-то, а на будку-то как раз будет нормально. Что туда, ну, как бы дорогой материал там, ну, вот, сейчас куб образной доски стоит где-то, первый сорт 15 вроде, второй сорт 10, третий сорт так-то 5, на третьего сорта
или как она как бумага, третий сорт не продают. Вот. А тут что, не обрезная, ну и что? Прибьем, все нормально будет, подправим. И вот они уехали, я вот сижу, жду. Небо заволокло тучами, и, ну, и ветерок такой появился, и очень даже приятно так. Уже жара достала, конечно, и вот с сегодняшнего дня вроде как начинает у нас, ну, умеренно такая. Ветер постепенно будет меняться с южного на... Вот сначала западный вроде, по прогнозу я смотрел, потом северо-запад, потом уже там пару дней посмотрел, уже чисто северный даже. Ну что, ну, как говорится, ждем материала, а потом дальше будем прибывать уже эту будку. Не получилось у нас отремонтировать старую, потому что смотрелось, вроде бы можно отремонтировать, а как начали, все это гниль вышла наружу, и думаю, лучше уже делать по-нормальному, и как бы меньше возни будет даже. Стараюсь выбросить всю эту шелупонь и новую делать. А это пока без домика. Вот лежала ведь, вот как камера пикнула, встала и вот хвостом виляет. Положили ей, там, не дай бог, там дождь пойдет или что ли, все укрытие. Пока вот так. Ничего, скоро там забацаем тебе новый домик. Роет, вот проблема Вайди то, что она роет везде. Роет, и я не знаю, в чем причина. Жарко, понятно, что жарко, но даже ведь и когда не жарко, тоже пока так. Ну, это, уверяю, это ненадолго. Сделаем будку и все. У нас, наверное, друзья, что-то тучи собираются. Хоть бы дождь сегодня как бы не начался. Надо успеть все-таки для Айды будочку сделать. Ну, а если не сделает, там у нас есть сарайчик. И если дождь начнется, сарайчик пустой. Сарайчик пустой, туда ее определим. Просто днем там в этом сарайчике уже пускай на улице здесь побудет. Ну, короче, в планах как можно быстрее вот это все для нее будочку делать. Ну, на крайний случай, вон там у нее вот эта крыша есть, так-то. Просто она вот... Ну, если уже там не успеем, там, например, я не замечу там, что дождь начался, я в дома или что-то. Укрыться там есть, там и подстилка есть, там и вода есть, и там и вот эта крыша есть. И потом уже, я как говорил, сарай есть, если что. Кушает траву. Обычно собаки перед дождем тоже есть такая примета, что собаки травы кушают перед дождем. Тоже есть такая примета. Ну, вроде как дядя Ваня с Алексеем подъехали. Там посмотрим, какой сейчас материал привезут. Сюда буду здесь разгружать. Вот, на первый взгляд там я вот смотрю, да, вроде как нормальные доски. Ну-ка, какие там. Пойдут доски. Вот такие. Что там ты с козой сделал, дядя Ваня? Коза кричит, что ты с козой сделал? Коза, что ж козой-то сделал? Коза кричит? И не слышишь, что ли?
Большая. Так, о, такие доски. Это на пилорамы, Алексей, выбрасывают, да? А, Это на пилорамы выбрасывают? выбрасывали. Ну, выбрасывали, да. Да, я подобрал. Если не подобрать, то выбрасывают по ним. Да? Вот такие доски хорошие на, быту. Ну, Шестиметровка. Когда шестиметровку пилили, 4 метра только влезает длиной. 2 метра, вот эти как раз 2 метра, видите, какая хорошая доска для, для деревенских нужд, так сказать. Вообще, и, как бы материал бесплатный. Такая доска. Сейчас вот из этих досок и будем лепить конуру. Нормальные доски. Кору убрать, так. Кору убрать и прибить, и все нормально будет. Дядя Ваня мне дорогу закрыл, да? Да. Замуровал тебе. А потом и ты мне здесь с этими досками закрыл. Клянь. А потом ты закрыл мне здесь этими досками. Везде, короче, я остался на острове, ни туда не проехать, ни сюда. Ну там-то закрыть можно, я там проеду, просто я до туда не доберусь. Ладно, здесь буду стоять. Что потом? Ай да там. Я здесь. Оба привязанные к одному месту. А ты не можешь на УАЗике, что ли? Алексей? Не умеешь? Заведи, да, вперед. На забор остановит. Не. Ну что, новый дом для Айды готов. Алексей все сделал, все четко. Хоть дырочка маленькая, хоть я сам тут залезу даже. У Алексея сын приходил, да, говорит, говорит, вот, говорит, будку бы, как маленький чомик делать.
Потом, ну что, потом будем устанавливать уже. Это нам нужно перенести туда на место, где вот Айда живет. И привязать еще ее. И все готово. Немножко растянулось момент. Вот собрались тучи, и потом в этот день уже мы отложили. Это уже у нас другой день получается. То, что вот в начале видео, это уже совершенно другой день. Опять солнечно, тучи разошлись, но печет. Опять, наверное, гроза будет. Вот. Все. В принципе, вот такой домик. Пол, крыша под толем тоже. Пол сделан. Все везде, чем дырочки нигде нету, чтобы ветер не продувал. Все нормально, друзья. Айде можно здесь жить. Все, друзья, все на месте. Видите, Айда примеряет новую будку. Все нормально. Залазила, выходит. Водичка. Гуляет. Надо просто здесь еще отмостку сделать, потому что она подкапывается. Видите, что сделала за один день. Вот один день она здесь пробыла. И что сделала. И сейчас многие скажут, что это самое от жары, да, что. А это не от жары, это то, что вот у нее такая особенность там. Порода такая, что ли. Копает. И вот что щенята, сколько щенят было, все копают. Копают. Но здесь будку сделали с полом, пускай попробуют копать. А потом здесь еще сделаем, ну это уже как бы. Сейчас материал надо докупить, сделать отмостку просто, и все. Короче, новая будка готовая. Отверстие, я думаю, будет нормально, потому что большое отверстие не сделали, чтобы это самое зимой, как быть потеплее было. Ну, я думаю, сюда запросто влезет. Все, пускай обживается. Айда как. Все говорят, что цепь короткая. Ну, как потом? Вот, смотрите, достает, залезает на будку. Вокруг будки почти. Айда. Нормально все. Видите? А как потом? Что? Потом вообще, что ли, длинную делать? Чтобы она там ну, вот здесь у нас ледник, и до ледника, чтобы окупалась, что ли. Нет, пускай так. Все нормально. Айдешь. Все, спуститься боишься? Все можешь, ты все можешь. Ну что, будем завершать операцию будка для Айды. Будка готова, все нормально. Ну, как бы она получилась, ну, вообще, ветер вообще не будет пропускать. Все сделано на совесть, как говорится. И, ну, я так думаю, лет 5 вообще с этой будкой проблем даже не будет, чтобы там установить. Даже на крышу толь положили, чтобы там протечки не было. Делали на совесть, как говорится. Алексей все четко сделал. Ну, вернее, как я указал, так он и сделал. Вот так. На улице по-прежнему у нас стоит жара. Я думал, хоть сегодня немножко будет, ну, как бы не так жарко, но печет прям вот невозможно. В тени более-менее так нормально. Даже ветерок такой прохладненький есть. Но на солнце, вот как я сейчас вот сижу на солнце, вообще ужасная жара. Вот. Нам осталось еще возле этой будки сделать, ну, подмостку или отмостку. Подмостка называется, наверное. Надо вот докупить материал и сделать, чтобы она не закапывалась. Она закапывается, роет, как
как охотничья собака, которые вот эти норковые это есть, которые роют там все время, что-то роют. Я не знаю, какая порода это собака, но роет безбожно. И вот я хочу досками. Ну, вернее, там старые тоже, вот старая подмостка была, но она вся загнила. Вы же видели, там мы все это убрали. И вот придется новую там докупить и сделать нормальную отмостку или подмостку, да. Сделать нормально, и чтобы уже не волноваться, чтобы она там ямка, там, здесь ямка. Вот. В остальном все живем по-старому, друзья. Все живем по-старому. Картошка растет, помидоры растут, остальное все растет потихоньку. Картошка вовсю цветет. Все красиво, все нормально, все хорошо, друзья. Живем. Айда в будке сидит, и мы сделали, когда, туда поставили на место эту будку, она как будто даже, ждала, не дожидалась, прямо залезла туда, прям сразу примерила на себе эту будочку. Вот. Вот так. Ну что, все, буду заканчивать операцию. Будка для Айды. Все. Всем спасибо, кто смотрел. Может, посмотрите тоже и остальные наши будущие ролики. Надеюсь, будем все еще снимать и показывать нашу деревню, жизнь нашей деревни. Вот так. Всем пока, друзья. Встречайте рассветы и до новых роликов на нашем канале. Всем пока.